Здравствуйте. Сегодня репортаж из отделения специсследований. Аппаратура, которая здесь находится, она помогает очень информативно обследовать больного, и в то же время, что неплохо, это безболезненная процедура. Сегодня мы поговорим с заведующей отделения Харитоновой Ольгой Владимировной. Ольга Владимировна, такое исследование, как УЗИ, фиброгастроскопия, недавно появились. Какие вы проводите исследования сейчас у себя в отделении? По ультразвуку проводим исследования паренхематозных органов: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, щитовидная железа, сердце. И женские половые органы. Это занимается врач-гинеколог. Ну вот в основном и ФГДС, диагностика, и начали проводить лечение язвенной болезни. Штат вашего отделения? Штат, значит, 4 врача-эндоскописта и ставка врача ультразвукового исследования. А в настоящее время работает 2 человека. То есть я на 0,5 ставки на аппаратуре УЗИ, и Тонконогий Михаил Владимирович как врач-эндоскопист. То есть это мизер получается? Мизер. В связи с этим огромные очереди, и как вы планируете их разгрузить, или что в плане на будущее? Ну, пока трудно сказать. В общем-то, на ФГДС у нас очереди, мы на месяц пишем 2 часа, нам хватает всего лишь. Вот. Но, наверное, очень бы помогла платные услуги, потому как аппаратура простаивает, потому что, наверное, ставка на УЗИ бы была, но нет физических лиц, а физических лиц нет потому, что нет, плохо с жильем, врачи уезжают. То есть здесь несколько проблем. С одной стороны, аппаратура простаивает, с другой стороны, нет врачей, некуда их пригласить, нет квартиры. И в то же время масса больных, это я знаю и по детской службе, и вы по взрослой службе, которые хотели бы обследоваться, но не имеют возможности. Да. Каждый день приходят и просят, когда откроются платные услуги. А платные услуги почему не открываются? Ну, 2 года назад были платные услуги перед тем, как нам прийти с Михаилом Владимировичем в это отделение. Затем, значит, на собрании НУРа затронули вопрос, что аппаратура куплена на деньги НУРа, и смотрит, обследует платно. И быстренько закрыли все это дело. Больные ждут, врачи бездействуют, и некому помочь. И сейчас, когда говорят, что по просьбе больных закрыты услуги, в общем, здесь возмущаются, кто это придумал. Ольга Владимировна, насколько эта процедура опасна для больного? Для больного безопасно. А для врача? Для врача в настоящее время, вот год назад я была в Новокузнецке на специализации, значит, снижение иммунной системы, развитие остеопороза, снижение зрения. Но вопрос о вредности решается до сих пор в министерстве. Сейчас образовалась ассоциация по ультразвуковому исследованию, возможно, что-то решится. И вам на сегодняшний день со своими физическими лицами очень трудно перекрыть весь тот поток, который на сегодняшний день есть. Невозможно. Спасибо.